Я продолжаю писать карту дня на 31 июля. Мы смотрим следующие 6 знаков зодиака. Это у нас будут весы, скорпиончики, стрельцы, козероги, водолеи и рыбки. Если вашего знака нет среди названных, да, тогда вам нужна первая часть. Как ее найти? Внизу под этим видео есть ссылочка. Нажимайте на ссылочку, переходите, там будут ваши первые 6 знаков зодиака. А мы смотрим дальше. Весы. 31 июля, понедельник. События. Так. Чемодан. Первое событие. Временная разлука с кем-то или встреча после разлуки, если вы сейчас в разлуке. То есть вы можете увидеть человека с чемоданом. Или сами с чемоданом уехать куда-то. Время. Будильник. Будильник показывает, что можете в этот день опаздывать, спешить. Может еще иногда будильник показывать, что этот день какой-то важный, время пришло, да, то есть может быть у вас есть билет, да, с определенной датой. Мешок с деньгами. Это у нас события, связанные с финансами. Получение, траты, переводы и так далее. То есть что-то с деньгами будете делать. Сложный выбор. У вас весы почти каждый раз выпадают. Для вас выбор это, конечно, каторга. Счастье, удача. Цветочек нельзя. Рыба, скользкое дело. Кстати, вот может быть не зря у вас и сомнения рядом выпадают. Рыба всегда показывает, когда вас втягивает в какую-то махинацию, да, в какой-то обман. И вот тут не зря появляется колебание, сомнения. Да, то есть вы думаете, связываться, не связываться. Вот связываться не надо. Да, чтобы тут не обещали. Ну, по крайней мере, карта показывает, что нельзя. Это какой-то обман, ловушка. Угу. Горизонтали, вертикали нет. Значит, смотрите, в этот день может быть временная разлука с кем-то. Будильник показывает, что вы куда-то будете спешить. Удача, везение. События, связанные с финансами. Колебания, сомнения и ловушка. Скользкое дело. Так что тут, видите, для вас сколько предупреждений. Первое – это ловушка, а второе – это время. Так что 2 предупреждения даже есть. Благодарю за внимание, весы. Перехожу к скорпиончикам. Так, скорпиончики смотрим. 31 июля. Скорпионы. Угу. Домик выпадает. У вас может быть событие, связанное с вашим домом. Также может быть еще праздник в семье у кого-то в этот день. Удача, везение. Тоже вот подкова выпадает почти у каждого знака. Какой-то день будет очень удачный. Луна – событие, которое повторяется каждый месяц. Ну или через какое-то определенное количество дней. Солнышко нельзя. Нерешенный вопрос. Будильник.
спешка, не успеваем, спешим по будильнику. Мешок с деньгами. Мешок с деньгами показывает, что в этот день будут какие-то решения финансовых вопросов. То есть снятие денег, перевод, покупки и так далее. Флаг нельзя. Значит, смотрим, что у нас получается. Горизонтали, вертикали. Еще сейчас я проверю. Да, смотрите, ожидание. Все-таки больше здесь будильник проиграется в вашем случае как ожидание, а не спешка. То есть вы долго ждете ожидание денег. Может быть, ожидание денег. Угу. Так, и здесь нет. Получается, что получается? Первое событие – это какой-то праздник в доме, да, в этот день. Второе событие – Луна. То, что повторяется, имеет цикл постоянно. Удача, везение, финансовые вопросы, ожидания, проблема. Ну или не проблема со временем, но будильник всегда показывает, что нужно вот правильно его рассчитывать, чтобы никуда не спешить, не опаздывать. Нерешенный вопрос тоже есть. Да, вот из минуса нерешенный вопрос. Так, а где у нас ножницы? Угу, видите, по периметру. То есть в одном шаге от решения вопроса. В одном шаге. Но, возможно, показывает, что нужно будет подождать. В этот день может даже и не решиться. Вот такая информация для вас. Хотя есть удача. То есть вот, может быть, удача поможет и решится. В общем, поживем, увидим, что называется. Благодарю за внимание и перехожу я к стрельцам. Стрельцы. 31 июля. Стрельцы. Понедельник. Мешок с деньгами у вас выпадает первое событие. Это решение финансовых вопросов. Плохое самочувствие, болезнь. Возможно, расходы на здоровье. Кровать, интимная связь. Любовь тут же выпадает после кровати. Страсть, горячая любовь. Чемодан, разлука. Неприятность. Якорь нельзя. Тайна. Откроется какая-то тайна. Еще может быть, кстати, неприятность рядом с замком. То есть неприятность будет связана с замком. Что-то не получается открыть. Ломается замок. Заклинивает дверь. Да, то есть, возможно, это какой-то пароль-код, который вы не можете открыть. Забыли, да, например. Ну, ножички, видите, показывают, что вопрос решится у вас в этот день какой-то. Книгу нельзя, две карты зафиксированы, и та, и другая. И здесь нет. Значит, смотрите, у вас получается отдельно по событиям. События, связанные с финансами, поступление денег, да, то есть, может быть, расходы, переводы. Плохое самочувствие, тема здоровья будет важна. Интимная связь или, как вариант, кровать с болезнью, может быть, как раз наоборот, желание полежать. Да, то есть нет сил что-то делать, болит что-то, да, вот наоборот, желание отдохнуть.
гармоничные отношения в паре, любовь, временная разлука, расставание с кем-то, неприятность, замок, открытие тайн, секретов и также решение какого-то вопроса в этот день. В общем, у вас такой день и хорошие, и плохие события вперемешку. Поэтому его нельзя назвать, да, позитивным или негативным. Он такой нейтральный. Есть и то, и другое. Благодарю за внимание. Перехожу к Козерогам дальше. Так, Козероги. 31 июля. Понедельник, события дня. Угу. Был друг, а я вот уже пропустила. Общение с другом, подружкой, может быть, в понедельник. Конверт, получение. Это может быть и получение новости, и получение документа, и получение посылки, например. Нерешенный вопрос. Может быть, в понедельник. Но вообще в понедельник, конечно, я вам скажу, если честно, дела лучше не решать никакие, да, потому что понедельник это день Луны, а Луна это всегда такая себе, да, вот у нас такой день мутненький, поэтому редко что в понедельник хорошо решается. Ну, опять же, смотря какая тема, да, то есть вопроса. Если это что-то конкретное такое, земное, то нет. Если это что-то небесное, какие-то вопросы какие-то психологического характера, очень тонкие такие, тогда может быть и да. То есть тут еще от вопроса все зависит. Исполнение желания, дорога, печаль, успех. Как-то у вас здесь, знаете, все так вперемешку намешано. Так, смотрим. Нет. Чемодан. Временная разлука с кем-то. Угу. И здесь нет. Ну, я совпадений не нашла у вас. Значит, ну, я имею в виду по периметру больше. Получается, первое событие – общение с друзьями. Второе событие – это получение чего-то в этот день. Нерешенный вопрос, который, ну, вроде как решиться не должен, да, потому что ножницы вот не совпали. Но здесь также есть еще и успех в делах. Но, возможно, успех будет в каком-то другом деле. Да, то есть один вопрос не решится, а успех будет в другом. Также, смотрите, разочарование, печаль. Ну, возможно, от того, что вот этот вопрос не решился. Да, то есть разочарование. Временная разлука, расставание, исполнение желания. Очень хорошо. И поездка, дорога. Поэтому у вас как бы много хороших событий есть, но есть вот и предупреждение о том, что если вы прям настроили что-то решить, то сильно не настраивайтесь, чтобы потом не расстраиваться. Вот так вот. Благодарю за внимание. Или сразу перенесите на вторник. Да, вот вторник хороший день для решения вопроса, потому что день Марса обычно хорошо решается. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к Водолеям. Так, смотрим. Водолеи. 31 июля. Водолеи. Покажите мне, что у них будет. Что их ждет в понедельник. События.
общение с друзьями. Ключик не сказала вам, да, то есть открытые двери. Я бывает забываю проговаривать. Забываю, что это видео. Так, ножницы, решение вопроса. Гости. Угу. Маска, обман. Так, смотрим, что тут у нас получается. Сундучок нельзя, а жаль. Здесь нет, здесь нет. Нет. Колокольчик. Болтовня, пустые разговоры. Интимная связь. Кровать. И здесь нет. Значит, смотрите, в принципе, события все классные, хорошие, кроме одного, да, кроме маски. То есть, получается, у вас общение с друзьями может быть, гости, да, то есть вы пойдете в гости, они придут к вам в гости. Ключик показывает, что перед вами открыты двери в этот день, и все в ваших руках. Вот как вы задумаете, как захотите, так и будет. Да, то есть у вас удачно решатся какие-то вопросы в этот день. Также будут пустые разговоры, болтовня, ну это понятно, с друзьями. Может быть интимная связь, кровать. Кровать еще, если выпадает последняя, может быть желание пораньше лечь спать. И вот мне не нравится маска, обман, да, то есть всегда это событие показывает, что кто-то в маске, да, то есть пытается нас обмануть, выдает какую-то или ложную информацию, или какие-то действия делает, которые нам вредят. Поэтому тут надо быть осторожными. Кто-то в маске будет. Ну, либо это будут какие-то игры, да, скажем так. Так тоже может быть. Вот такая информация для вас. Благодарю за внимание и перехожу я к рыбкам. Так, рыбки, смотрим, что у вас. 31 июля. События дня для рыбок. Понедельник. Так, смотрим, рыбочки, что у вас. Первое событие, сразу печаль. Колодец. Да, то есть это такие очень глубокие переживания по колодцу всегда идут. Шарики нельзя, не сказала. Колокольчик, пустые разговоры. Может быть, вы с кем-то будете делиться своей печалью. И это очень хорошо, да, то есть не держать это внутри себя. Бокал, застолье, можете вот запивать, да, свои печали тоже вот, как вариант. Уходить таким образом, да, от этих печалей. Казенный дом, госучреждение. Замок показывает, открываются какие-то тайны, секреты, то, что было спрятано, скрыто. Может быть, вот как раз вот эти секреты вас не сильно порадуют. Так, смотрим еще сейчас. Луна нельзя. Здесь нет.
Горизонтали, вертикали нет. Получается, у вас могут быть какие-то разочарования в этот день, пустые разговоры, застолья. Ну, бокал это не обязательно застолье, да, где 30 человек собираются, что-то отмечают. Бокал иногда просто выпадает. Там собрались с подружкой где-то посидеть, да, то есть с другом куда-то пошли. То есть это просто вот какое-то такое времяпрепровождение, да, приятное. Пустые разговоры, да, за бокалом. Тайны, открытие тайн секретов, опять же, да, то есть тут обычно все тайны раскрываются. И посещение госучреждения. Возможно, вот в госучреждении не получится решить какой-то вопрос, да, на который вы рассчитывали, может быть, из-за этого вы будете расстроены. Но опять же, да, как я только что вот рассказывала козерогам, понедельник не лучший день для решения вопросов, да, потому что это день Луны у нас. Так что вот лучшие походы в госучреждения на понедельник не назначать. Вот такая информация для вас, рыбки. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.